С начала пандемии в Ингушетии проведено уже около 700 тысяч ПЦР-тестов. А в последние месяцы тестирование на ковид в регионе, как правило, проходят более 100 человек за сутки. Соответственно, на государственных лабораториях очень высокая нагрузка. Работники оборудования ограничены, ждать результатов приходится несколько дней. А люди часто торопятся или времени ждать совсем нет. Вот и обращаются в частные организации, что тоже не совсем выгодно. Тарифы высокие. А если из одной семьи мазок сдают сразу несколько человек, выходит приличная сумма. В общем, ковид бьет не только по здоровью, но и по кошельку. Активисты Общероссийского народного фронта Ингушетии с начала года проводят мониторинг стоимости на ПЦР-исследования. Цены в регионе варьируются от 1500 до 3000. Народный фронт считает, что тест за такие деньги далеко не всем по карману. Эта частная лаборатория находится в Сунже, одна из 4, которые пользуются особой популярностью в республике. Диагностику коронавируса здесь можно пройти за 1500 рублей. 1 января до 28 августа у нас акции идут. Да? И у вас окончательная цена поставлена на 1500, да? Сегодня будет 1500, да? И это считается последнее решение или еще будет? Еще будут. Еще будут. Да, они сейчас над этим работают, сказали, будет в следующей неделе. И примерно сколько скидки? Я не знаю точно. Получается, с начала пандемии цена снизилась на 140 рублей. Независимо ни от чего, платить нужно полную стоимость. Активисты ОНФ отмечают, во многих лабораториях не предусмотрены скидки даже для льготных категорий – многодетных семей, пенсионеров, ветеранов. При этом процедура одна, а цены везде разные. Стоимость в следующей лаборатории тоже немного отличается от предыдущей. У нас была цена 2400 на экспресс, снизилась до 2000, без 1900 сейчас. А на обычный анализ, то есть цена была около 1800, сейчас она стоит 1500. Как давно у вас эти цены? Вот я точное время сказать вам не могу, но Приблизительно это где-то месяц 5. Правда, на вопросы, как складывается цена на ПЦР-тесты и планирует ли снижать цены в дальнейшем, отвечать не стали. Руководитель головного офиса по телефону потребовала объяснить, на каком основании находимся в здании. Далее зам главного врача отправил номер юриста учреждения, который должен был ответить на наши вопросы, но и до него не удалось дозвониться. Вызываемый абонент, к сожалению, все еще не отвечает. Вы можете оставить для него голосовое сообщение после сигнала. А в этой клинике в Назрани, по мнению общественников, самая высокая стоимость на диагностику коронавирусной инфекции. За экспресс-тест она достигает почти 3000. Представители Общероссийского фронта отмечают, в республике есть клиника, где можно сдать ПЦР-тест вместе с забором биоматериала за 1050 рублей. Их цель – добиться, чтобы в различных лабораториях пришли к общей средней цифре. Такой анализ, который везде, куда бы ни выехал, требуется, да, если он должен быть у всех, и если такая пойдет, как говорится, система, это накладно, да, неудобно для любого, это все-таки просто так отдавать такие деньги, я считаю, все равно нужно как-то снизить и работать над этим, если есть возможность такая. Это не единственная проверка, которую проводили представители ОНФ. Результаты предыдущих мониторингов передавали в региональное управление УФАС. Они, в свою очередь, тоже провели расследование и признаков нарушения законодательства в них не выявили. Безрезультатными эти мероприятия, конечно, не назовешь, хоть и незначительно, но цены уменьшились. Онлайн опросник рассылали, и ответы получили, соответственно, по мнению населения. В данный момент решили пройтись по лабораториям. Мы сейчас будем работать над этим, чтобы единый ценник они по республике Ингушетия сделали, чтобы сговорились, как говорится, по одной цене, потому что такая цена немножко накладна для простого обывателя, для нашего населения. Представители ОНФ намерены и дальше следить за состоянием цен на рынке услуг по диагностике коронавирусной инфекции. Также в начале февраля генеральный прокурор страны поручил региональным прокуратурам провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-исследований в лабораториях медучреждений и центров, включая частные, и цены на тест-системы в аптечной сети. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.